Так, Вася стал поступать по принципу: сами съели, сами ищите. 3 штуки полностью съели или не полностью? Или куда-то подальше утащили, спрятали? Тоже вероятность. Утро началось с легкого приключения. Количество уток резко сократилось. С полок утки были утащены вокруг избушки, валялись. Ой, у тех, кого нашли, носы отгрызены. Наверное, это лакомая часть. Что вокруг избушки нашли, носы были отгрызены. Носов нету. Ай, но куда 3 здоровые утки? Так, ну, наверное, объелись тут целые, этих не тронули. 3 утки не нашли. Вася пошел искать их. Интересно, за ночь 3 тушки хохлатой черники влезет в эти желудки? Влезли были они или не влезли? Слушай, а тушки, в принципе, крупные, они вряд ли слишком далеко оттащить смогли. Либо съели, либо спрятали. Ну, если бы съели, то там от них бы пух-перо бы хотя бы остался. С пух-перо съели. Спрятали? Ну, не знаю. Круг-то достаточно большой выдали. Ну, ладно. Бог дал, Бог взял. Чё ж. А ты вчерашних-то выкладывал куда-то? Я выкладывал. Я не подумал, что уток собаки кушают. Хотя у меня один раз случай был, что собака грызть начала, я ей тогда сказал нельзя, и вроде больше не грызла. Эти первый раз в жизни уток видят. Восприняли как кусок мяса, наверное. Свалившийся с неба. Тузик-то потом у меня подранка поймает, загрызет, и все, больше не подходил тогда. Но первоначально я сказал, что нельзя. Бывает. Что собаки уток не кушают, это не совсем правда. У меня тоже собака была, тоже попробовала. На вид сытые, довольные жизнью. И так хорошо. Таким виноватым видом на тебя смотрят. Ну, бывает, накосячили, да. Но я не стал снимать учебу. Василий Батькович дал утку, она радостно схватила, Вася веником бабах. Простой веник бывает классным орудием воспитания. Да, Тузик? И больше она не трогала. Врубилась, что собаки уток не кушают. Кто это такие самые версии выдвигает, что собаки якобы не кушают? Они, наверное, с собаками просто и утками не встречались все вместе. А тут, может, даже и соревнование было, так как двое с соревнованиями друг перед другом. И этот всю ночь рядом с утками просидел, ничего не тронул. Этот пришел и все, понеслась. Я даже больше уверен, что отгрызал он, потому что он не дает ему таким заниматься. Тот лидер, а этот ведомый. Он более правильный и послушный. Он понимает, что косячить вредно. Ну, этот товарищ сделал усталый вид. А что, наелся, по шее получил. Ну, бывает, что ж. Терпи, казак, атаманом будешь. О, это вот точно виноватый вид. Так, ну что, завтрак пора. Обед? Завтрак мы уже завтракали. Настоящий обед. И первое, и второе. У них было время, они могли, собственно говоря, загрызть, потому что если даже прятали, все равно где-нибудь след остался. А далеко утащить тяжелые тушки. Вроде они не слабые тоже. Это да. Но первая куча, которую сразу нашли, это вокруг избушки, по сути дела. Ну, самая дальняя, метров 15. У меня случай был, то, что вот перьев нету. Рябчика стрельнул, как один из моих тузиков, старая история. Рябчика стрельнул, рябчик бог упал, и этот появился ниоткуда, схватил. Я говорю, нельзя изо всех сил. Ну, объяснить человеку надо, что нельзя охотника из-под носа выводить.
Смотрю, раз, и рябчик исчез, он его проглотил. Кадык только дернулся, это самое, так увеличенный. Потом всю дорогу сзади меня бежал, понурив головой, говорю, о, виноватый себя чувствует. Хрен там виноватый. Но, с другой стороны, загнулся, помер на следующий. Утром проснулся, а он помер. Где-то у него там застрял целиком проглоченный рябчик. Но рябчик он целиком проглотил. А тут время было погрызть. Это версия, конечно. Но не буду рябчиков сразу глотать. Жевать буду. Но если потом летом приедем и где-нибудь разрытое место увидим, значит где-то здесь утку спрятали, медведь нашел. Ладно, развлечение, интересно. Интереснее, надо поинтереснее что-нибудь. Спели бы хором или что-нибудь такое. В смысле собаки? Да. Это они взялись у нас вытаскивается браха. Ну, Василий Батькович веником пару раз стукнул, и мяу-мяу, ну, по-своему попели. После драки кулаком не машут они. Да нет. Не поняли, за что его веником даже. Поняли это самое. Он же показал утку. Так, ну что, сейчас 2 часа дня, плюс 10 градусов, согласно градусника. По прогнозу сейчас в Сыктывкаре сказали, ночью будет 0-2, а мы на 300 километров севернее, поэтому спальный мешок беру. Надеюсь, не замерзну. Ну, давай, не сопротивляться. О! Нифига себе. Термос, целлофанчик, продуктов и одежды. Ладно, пригодится. Ну, Василий Батькович, ты сегодня меня потряс. Ночью, низги ничего не видно. Пришел, да еще такую дуру с горой почти по горлу, это самое, у тебя груза было в санях. Я был потрясен. Я сам в шоке. А как ты в темноте шел? По моим понятиям ничего не видно было. По тропе А, ногами чувствовал, что тропа, значит, правильно идет. знал примерно направление. Ну, потом, наверное, свет это самое показался или как? Ну да, я с болота еще увидел свет. Нифига. Ну ладно, я пойду на ночь. Ой. Мне, с меня хватит, я просто прогуляюсь на другое. А, да, кстати сказать, от тебя ты же ушел за несколько километров на болото, от тебя там иногда выстрелы слышалось, но я был потрясен, ты реально порядочно хвостов принес. Я лично не ожидал. Я сам столько не ожидал. Ладно, сколько попало, молчать будем? В принципе, это не так и важно. Попало и попало. Ну Так. давай. Так, ну ладно, померзнем. Спальный мешок взял. Спальный мешок взял, да. Этой куртки, да, прохладно будет. Всю одежду, что, ну, кроме большой куртки, всю взял. Ну, в Сыктывкаре 0-2 обещали, нифига себе. Да. А мы-то намного севернее. Плохо будет, костер разведу. Так, ну ладно, не скучайте. Пошел мерзнуть. Нифига себе, как вода упала. Хо-хо-хо-хо. Блин, ручей практически пропал. Вот здесь бека. Так, попробовать, как летом ходим, через мостик перейти. Ой, одна жижа осталась. Мама, я керу. Ой, приемки тут всякие. Не ошибиться, где тут ручей начнется. Ой, ни хрена себе. И самое главное, стоять, куда поплыл. Что-то подозрительно. Качается. Тут я уже
камерой купался. Все сопротивляется. Так, ой, да, волнительно. Ой, ни хрена себе. Что, он шире, что ли, стал этот ручей? Ну, надеюсь, обратно я дойду. Ух, какая. Да. Ладно, идем дальше. Ямы обходим. Позавчера мы лодкой здесь проезжали. Глубины хватало. А сейчас жижа одна осталась. О! Фу! Да, половодье называется. Да, болото есть, болото. Перекур, 5 секунд. Впереди у меня вечерняя зорька и утренняя зорька одновременно. Это красота.